Все по нашей старой схеме. Здравствуйте, уважаемые коллеги! Сегодня мы очень рады приветствовать вас в нашей студии. И тема нашего сегодняшнего разговора связана с функционированием нашего республиканского консультационного центра. Я представляю своего коллегу Савенко Наталью Александровну, заведующую Центром специального инклюзивного образования. Цель нашей сегодняшней встречи в первой части, наверное, мы все-таки немного расскажем о задачах, которые стоят перед Республиканским консультационным центром в 2020 году. И, наверное, затронем некоторые типичные вопросы, которые интересуют всех специалистов, работающих по взаимосвязи с нашим центром. Поэтому, наверное, мы начнем сначала с нашей презентации. Надо сказать, что функционирование Республиканского консультационного центра продолжается в 2000 году. Мы работаем в рамках федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей». И хочу обратить ваше внимание на достаточно серьезные задачи, которые стоят в реализации данного проекта. То есть основная линия и деятельность всех консультационных центров, которые работают на решение этих задач, это прежде всего оказание психолого-педагогической, методической и консультативной поддержки родителям, законным представителям, а также гражданам, желающим принять на воспитание в семьи детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. И если вы увидите задачи федерального проекта, то вы можете посмотреть, что достаточно высокие показатели, это не менее 20 миллионов услуг, мы должны оказать все вместе к 2024 году. Понятно, что данные задачи решаются во всех субъектах Российской Федерации, в том числе и в нашем. Поэтому все консультации, которые мы оказываем, они все складываются и аккумулируются в решении такой серьезной задачи. Ну и непосредственно наш консультационный центр также решает эти задачи. Основные мероприятия проектов, в которых мы работаем, они не такие большие. Это прежде всего функционирование федерального портала, такого как «Растим детей». Это серьезный, интересный портал, который связан с поддержкой родителей. На этом портале, я думаю, что вы все его знаете, можете всегда к нему обратиться и направлять к навигации данного портала родителей. Здесь очень интересные есть вещи, которые интересны будут и специалистам, консультантам, и непосредственно родителям. То есть и на этом же портале идет оценка деятельности всех консультационных центров, которые реализуют проект «Поддержка семей, имеющих детей». Поэтому сегодня мы непосредственно, имея личный кабинет вот на этом портале, направляем наших родителей с точки зрения оценки удовлетворенности оказанных услуг именно вот на этот портал, который аккумулирует потом показатели и индикаторы именно оценки нашего качества оказания услуг. Это очень серьезно для нас, поэтому мы относимся к этому достаточно с пристальным вниманием. Далее, ну вот о той задаче, о которой я уже говорила, она здесь есть. Это оказание психолого-педагогической, методической, консультативной помощи родителям, законным представителям. Еще раз хочу подчеркнуть, что данную задачу решают не только государственные муниципальные образовательные организации, но и социально ориентированные некоммерческие организации и вообще общественные организации также оказывают услуги родителям. Поэтому в этой задаче вы можете посмотреть по цифрам, как идет нарастание оказания услуг в Российской Федерации, в том числе и в Республике Коми. Далее разработаны уже методические рекомендации именно по обеспечению информационно-просветительской поддержки родителей. Они размещены на сайте, вот здесь ссылочка указана, вы всегда можете к ним обратиться. То есть методические рекомендации указывают нам на формат консультации, на содержание консультаций, на то, как оказывается информационно-просветительская поддержка и что она в себя включает. Ну и, безусловно, идет анализ оценки качества оказываемых услуг,
и он должен составлять не менее 80% удовлетворенности оказанием качества услуг. Я думаю, что любой консультационный центр, в том числе и муниципального подчинения, может также опираться на эти показатели, потому что они являются для всех одинаковыми, едиными и работают в рамках проекта «Поддержка семей, имеющих детей». Наш консультационный центр работает второй год уже. Мы очень рады и всех благодарим, кто активно работает с нами, оказывает нам помощь, сотрудничество выстраивает и также в тесной связи работает со всеми специалистами нашего республиканского консультационного центра. Сразу хочу сказать, что отличие нашего республиканского консультационного центра от других центров, которые также в этом году работают уже в рамках проекта «Поддержка семей, имеющих детей», что здесь у нас рассматривается сетевое взаимодействие как основная структурная единица деятельности республиканского центра. Если сказать с точки зрения решения задач для родителей, то специалисты республиканского консультационного центра работают на территории всей Республики Коми и оказывают услуги всем специалистам, всем родителям, которые находятся на территории Республики Коми, в том числе и из удаленных и районов, а также которые находятся в труднонаселенных районах, а также находящиеся в сложных социально-культурных ситуациях. В 2019 году наш консультационный центр реализовал 20 тысяч услуг. В 2020 году у нас показатель – это 12 тысяч услуг, оказанных родителям, законным представителям, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей и детей, оставшихся без попечения родителей. Консультационный центр создан в рамках гранта, в рамках поддержки, при поддержке Министерства образования и науки, молодежной политики Республики Коми. Значит, целевая аудитория консультационного центра – это родители детей от младенчества от 0 до 18 лет, то есть такая достаточно широкий охват аудитории. Прежде всего, это, конечно, родители детей дошкольного возраста, также родители детей подросткового возраста. Также мы консультируем ближайших родственников, то есть это имеющие родственные отношения в семье, то есть это бабушки, дедушки. Мы консультируем родителей, членов семей, то есть это достаточно широкая категория, которая требует, да, консультируем также, подсказано Натальей Александровне, будущих родителей, то есть достаточно широкая категория, которая сегодня охвачена консультационным центром. Основная цель и, наверное, направленность, которая идет в консультационном центре, это прежде всего оказание консультаций, причем консультации оказываются родителям без участия детей, что, наверное, в некоторой степени осложняет деятельность нашего центра, а с другой стороны, наверное, может быть, даже помогает, потому что родитель, когда задает свой вопрос, находясь с ребенком, он акцентирует внимание прежде всего на ребенке, а когда находится и задает свой вопрос без ребенка, то, соответственно, он ставит его немножко по-другому, и нам более понятно, какая проблема есть или сложность есть в этом вопросе, и уже консультант очень понятно, наверное, может ответить на этот вопрос. Далее мы работаем во взаимосвязи с муниципальными консультационными центрами. Мы работаем, то есть мы можем работать, наши специалисты работают именно по направлению индивидуализации, да, то есть есть вопросы чисто сугубо индивидуализированные, они могут быть отсроченного времени, они могут быть оперативно удовлетворены, но тем не менее есть вопросы, которые касаются такой глубины, и, безусловно, специалист
берясь за ответ на этот вопрос, он как бы прорабатывает достаточно много дополнительной информации. Далее, ну вот целевая аудитория, я уже рассказала о ней. Далее мы двигаемся. Основные направления деятельности центра, они не так, наверное, многослойны. Основная задача, как я уже сказала, это оказание консультаций. Вторая задача информационно-просветительская, то есть просвещение наших родителей. Для этого у нас работают клубы родительские, очень интересные клубы и достаточно много мероприятий. Если вы следите за нашими новостями, то вы увидите всегда, что у нас очень много мероприятий, в которые также мы вас активно и приглашаем. Да, и вы активно принимаете участие, в том числе и в наших республиканских мероприятиях. Работает у нас горячая линия, работает у нас сайт. Поэтому, в принципе, для работы Республиканского консультационного центра созданы все условия, которые помогают нам осуществлять такой вот род деятельности. В кадровом составе, в прошлом году у нас работало более 134 специалистов с нами. Это и методисты, и педагоги, дефектологи, логопеды, и вот категория, которая на сайте вот вы видите. Да. Конечно, более востребованными на сегодняшний день являются педагоги-психологи, дефектологи, логопеды. Безусловно, методические направленности – это методисты, воспитатели, учителя. Хочется сказать, что на сегодняшний день нам не хватает специалистов такого более узкого характера, то есть, например, клинических психологов, психологов, практикующих психологов, сурдопсихологов и так далее. То есть вот такие достаточно узких специалистов, которые могут реально на основе одной консультации помочь нашим родителям, дать какой-то хороший совет, разобраться, наверное, в проблематике вопроса. Вот таких специалистов нам сегодня не хватает. Большая часть вопросов, конечно, поступает, значительная часть вопросов, я бы так сказала, поступает от родителей, которые имеют детей с ограниченными возможностями здоровья. Это и понятно, потому что больше всех вопросов именно у них. Очень много вопросов методического характера от родителей детей начальных классов, потому что это тоже самое сложное время для родителей и детей. Много вопросов от родителей раннего возраста, дошкольного возраста, связанных именно с ранним развитием ребенка, вообще с развитием ребенка, с тем, как родителю сегодня оказывать помощь в развитии, то есть не просто методический аспект, а именно понимание того, что ребенок имеет свои особенности в развитии, ребенок имеет свое индивидуальное развитие, свою физиологию и так далее. То есть тоже вопросов очень много. Начиная от того, нужно ли ребенку давать соску, пустышку, и заканчивая тем, как развивать ребенка, имеющий потенциал, например, на интеллектуальные логические игры. Да, то есть очень много вопросов, связанных с этим тоже. Есть вопросы методического характера, их не так много, но они все-таки существуют. То есть те вопросы, которые сегодня интересуют наших родителей, это все-таки как сформировать у ребенка мотивацию, например, к обучению, как рассказать и правильно прочитать ребенку книжку. И вот ряд таких вопросов, которые требуют действительно такого хорошего методического совета для родителя. И это очень важно. В прошлом году с нами работали и медицинские работники. Особенно это актуально в рамках работы Академии будущих родителей, но и не только. Есть запрос на вопросы, связанные с тем, с иммунизацией, предположим, как это актуально в этом году оказалось, с тем, как справиться с какими-то сложными психологическими самочувствием, с психическим самочувствием ребенка в период самоизоляции и так далее. То есть вопросов действительно достаточно очень и очень много. И мы рады, что родители обращаются в наш республиканский консультационный центр, и мы очень благодарим еще раз всех специалистов, которые с нами во взаимодействии работают, и приглашаем еще специалистов, потому что на самом деле вопросов много. И мы понимаем, что популяризация нашей деятельности, она не только идет через конкретные вопросы и ответы, она идет также через различные мероприятия.
через различные просветительские мероприятия, информационные мероприятия, которые мы размещаем на нашем сайте. Ну, на фотографиях вы видите, как выглядит наш консультационный центр для очного приема. К сожалению, мы сегодня вынуждены очный прием переносить в онлайн-формат, да, но тем не менее вы можете посмотреть, что для любого родителя, в том числе и очно обратившегося даже с республики к нам, мы всегда его примем в наших прекрасных аудиториях, кабинетах и поможем, всегда найдем ответ. Далее, значит, услуги у нас подразделяются на несколько видов. Это очные консультации, которые в 2020 году, к сожалению, у нас не совсем получаются. Это выездные, которые мы очень много спланировали, в том числе, наверное, в ваш муниципалитет, но, к сожалению, у нас не получилось уже в этом году вот такие вот направленности. Ну и сейчас мы работаем все-таки в дистанционных консультациях. Что такое дистанционная консультация? Сразу мне хочется разъяснить. То есть дистанционная консультация у нас бывает очная, то есть когда мы на удалении даем нашему родителю с помощью телефона, с помощью других средств связи какой-то вариант сразу ответа, да. И также у нас есть письменные консультации дистанционные, когда мы готовим ответ в продолжительном периоде, то есть, например, от суток до 2-3 суток, или сразу отвечаем нашему родителю тут же по электронной почте. Надо сказать, что родители, конечно, безусловно, по электронной почте или на нашем сайте еще у нас есть возможность отвечать дистанционно. Сразу хочется сказать, что родители дистанционно задают свои вопросы. Более глубокие вопросы требуют, конечно, тщательной подготовки, как вы понимаете. Есть вопросы, которые требуют серьезного разъяснения с точки зрения законодательной, нормативно-правовой базы, что тоже требует от нас определенного времени. Типичные вопросы мы сейчас уже стараемся и планируем более расширенно представлять на нашем сайте, потому что они типичные на самом деле, для того, чтобы родители уже знакомились с этими вопросами именно на нашем сайте. Далее, какая есть документация, отчетность в рамках взаимодействия работы со специалистами? Ну, прежде всего, у нас есть сайт. Кто еще не знает наш сайт, то вы можете зайти через КРИРО, увидеть логотип консультационного центра и зайти через логотип на наш консультационный центр. Если вы специалисты, вы уже знаете наш сайт и работаете с нашим сайтом. То есть вся нормативно-правовая база по консультационному центру размещена на сайте Республиканского консультационного центра. Там есть все, в том числе, какие услуги мы оказываем, как эта форма описывается, как она проходит, как методически, может быть, правильно ее проводить. То есть, в принципе, в положении, в регламенте оказания услуг прописано все, что необходимо для работы специалиста. Поэтому те, кто впервые к нам подключаются к нашей работе, а мы вас призываем подключаться еще раз к нашей работе, мы очень заинтересованы в том, чтобы у нас как можно больше было специалистов, работающих с нами. Поэтому вы спокойно можете ознакомиться с нашими нормативными регламентами на сайте Республиканского консультационного центра. У нас работает единая информационная система учета обращений. То есть любой специалист, который с нами во взаимодействии, он заполняет свою учетную карточку, и, соответственно, по оказанию консультации и эта учетная карточка попадает в нашу единую систему. То есть все обращения, которые вы нам заносите, они есть в нашей единой информационной системе. Далее, у каждого специалиста есть своя единая электронная учетная карточка. Оказывая консультации, он ее заполняет, и, соответственно, уже выборка в единой информационной системе идет по данному специалисту через фильтр. То есть мы фильтр набираем, ваша фамилия, имя, отчество, и выпадает вам все ваши консультации, которые вы занесли в нашу единую информационную систему. Вот такая простая система, которая у нас есть. То есть практически бумажных каких-то вариантов мы не просим от специалистов, за редким исключением, когда нам нужны какие-то общие сводные данные. Далее, по оказанию услуг у нас есть также все услуги, все специалисты, которые оказывают услуги, проходят через наш приказ.
То есть вся документация, которая требуется внутреннего характера, она вся есть и вся как бы соответствует действительности. Далее у нас есть распределительный акт о методике расчета показателей оценки услуг. То есть это достаточно тоже серьезный документ, где качество каждой услуги мы можем проверить именно по этой методике. Поэтому если есть, например, какая-то претензия от родителя или, предположим, какая-то рекламация, мы по этой консультации, выбирая с нашей единой информационной системой путем обычной выборки какие-то консультации, мы можем рассчитать вот качество оказания данной услуги. И если коэффициент занижается, то, соответственно, мы эту услугу можем не засчитывать. Поэтому есть у нас такой механизм. Правда, мы им пока до сегодняшнего времени не пользовались. Еще ни разу не приходилось пользоваться. Да, мы засчитываем все услуги ваши, надеемся на то, что качество услуг у нас достаточно высокое. Поэтому здесь вот как бы есть просто к тому, какая у нас есть нормативка и какие есть возможности именно отслеживания качества деятельности каждого консультанта. Ну и, безусловно, мы сдаем отчеты, как всегда, были, есть и будут, поэтому отчеты – это уже как бы наша головная боль, которую мы, собственно, всегда стараемся преодолеть. Самостоятельно. Да, преодолеть сразу, чтобы не было у нас никаких долгов. То есть вот такая отчетность. Сразу предваряю ваш вопрос о том, что и такие вопросы нам часто задают, что есть у вас своя отчетность, например, в муниципальном консультационном центре, да? Безусловно, она ваша, поскольку вы работаете также под распорядительными документами, вы также работаете под какими-то приказами своими, да, то есть у вас есть своя отчетность, мы это все понимаем прекрасно. Вот, то есть тут надо рассмотреть следующий вариант деятельности. То есть если вы с нами работаете, если организация заключила с нами договор о сотрудничестве, следовательно, организация и рассматривает объемы, которые она может передать Республиканскому консультационному центру в качестве бесплатных консультаций. Или платных. Или консультаций, которые оказываются вот нашими специалистами на условиях гражданско-правового характера. Поэтому мы принимаем то количество, которое дает нам организация, в общем-то, не просим ничего взамен. Поэтому вот прерогатива, да, распределения консультаций, она, соответственно, остается за организацией. Но в некоторых случаях мы понимаем, что некоторые организации, которые заключили с нами договоры, они никак не реагируют, собственно, на взаимодействие, а договор остается договором, в течение года он работает. Поэтому мы как бы стараемся задавать вопросы о том, что будут ли ваши специалисты работать. И если у нас с вами договор, соответственно, он должен каким-то образом, хоть как-то мы должны взаимодействовать. Поэтому иногда мы обращаемся к таким образовательным организациям, просим от них все-таки, да, какие-то объемы услуг, которые они оказали на муниципальном уровне. Ну и каким-то образом вот иногда стараемся прийти к определенному консенсусу, как это хорошо и лучше сделать. Поэтому, когда мы обращаемся в образовательные организации с тем, что у нас есть вот такие вот вопросы, то я думаю, что в рамках договоров о сотрудничестве мы приходим к какому-то обоюдному решению. Вот. Это вот то, что бы хотелось сказать. Мы должны понимать, что консультационные услуги психолого-педагогического, методического характера – это услуги, которые оказываются родителям, да, то есть мы еще раз не берем во внимание детей, поскольку мы понимаем, что это совсем другое направление деятельности. Поэтому муниципальные консультационные центры, которые работают, у них есть свои задачи, свои направления и своя как бы адресная категория, включая в том числе и детей, так я понимаю. Мы детей не включаем в нашу работу, поэтому работаем только с родителями. Это вот первое отличие, наверное, муниципальных консультационных центров от республиканских. И второй компонент, который бы мне хотелось сказать, что любой родитель, находящийся на территории муниципалитета, да, он может обратиться как в ваш муниципальный консультационный центр, так и в республиканский консультационный центр и получить услугу уже от республиканского консультационного центра, от специалиста, который находится
в вашем муниципальном консультационном центре, но который во взаимодействии с нами, да, с Республиканским консультационным центром, или получить услугу от другого специалиста Республиканского консультационного центра, если он желает, да, ее получить. Либо находящегося на том же, либо находящегося в том же муниципалитете, либо мы подыскиваем того специалиста, который может ответить на поставленный вопрос родителям уже на территории всей Республики Коми. Да, да. То есть вот такая у нас такое вот сетевое взаимодействие. Поэтому это тоже важно знать и понимать, что если у вас обращается к вам родитель, и вы не можете, в данный момент, в силу разных причин, да, ответить на какие-то вопросы, то вы всегда можете обратиться к специалистам Республиканского консультационного центра. В частности, вот даже через Наталью Александровну всегда можете выйти на связь, и мы оперативно, да, уже решаем, какому специалисту направить. Либо делаем запрос, и мы стараемся... Да, вот, допустим, буквально недавно была ситуация, когда из муниципалитета, из Ухты, по-моему, не буду уточнять, уже не помню, обратились родители с вопросом, у них проблема возникла, потому что у них ребенок глухой, не знали, к какому специалисту обратиться, и на территории их муниципалитета такого специалиста не нашлось. Поэтому специалисты именно того муниципалитета уже обратились к нам. Мы здесь подыскали специалиста, который связался непосредственно уже с родителями и провел консультацию уже в дистанционном формате, и родители получили соответствующую информацию и полноценный ответ. Да, коллеги, еще хотела сказать про взаимодействие. Как раз такие вопросов очень много, поэтому еще раз вопросы так называемые. Да? Конечно, еще раз повторяю, что если есть желание у образовательной организации, предположим, распределить, да, если есть возможность и желание распределить какие-то нормы, объемы, да, по консультациям, например, для Республиканского консультационного центра, то вы всегда можете нам такое предложение направить. Мы его рассмотрим, заключим с вами дополнительное соглашение, да, и уже очень четко будем понимать, что раз вы нам предлагаете такой объем, соответственно, в течение этого года, да, мы будем понимать, что организация нам дает такой объем. Это для нас тоже замечательно. То есть сами распределить объем мы, конечно, можем, но нам бы не хотелось, потому что мы работаем на паритетных основах, да, то есть на договорах о сотрудничестве. Так, что там у нас еще в конце? Да, сайт. Можете посмотреть на слайде адрес нашего сайта. То есть сайт у нас достаточно хороший, оперативный. Мы всегда реагируем на все вопросы, которые нам задаются на сайте. На сайте сразу можно записаться на консультацию. И поэтому, к любому специалисту. Поэтому, когда вы консультируете также родителей у себя, вы можете всегда прорекламировать, можно так сказать, наш сайт, сказать, что есть такая возможность, что если у вас есть сложности, да, то есть есть какие-то вопросы, вопросы, которые тревожат родителя, да, и вы понимаете, что можно всегда на сайте записаться на консультацию, написать вопрос, да, написать там какое-то пожелание, не знаю, все что угодно. Поэтому всегда наши специалисты оперативно реагируют на информацию по сайту, и стараемся мы всегда оперативно отвечать. Значит, поэтому там размещен также ролик на нашем сайте, в нашем Республиканском консультационном центре, то есть все, что есть, все, какие мероприятия проходят на нашем сайте, то есть все здесь размещено. Вы следите, всегда можете обращаться и также обращать внимание родителей. Мы будем вам за это очень признательны, потому что понятно, что не каждый родитель знает, да, о сайте, владеет информацией, поэтому это было бы неплохо, если бы еще для родителей одна была такая возможность именно обращений через сайт. Это очень неплохо и полезно, наверное, для нас, для всех. И результаты, которые нас ожидают в этом году, это, я уже сказала о показателях, то есть это показатель 12 тысяч единиц в год с Республики Коми. И количество специалистов, прошедших обучение. По поводу обучения Наталья Александровна вам немножко расскажет про обучение, да, то есть что все наши специалисты проходят обучение обязательное. Это еще одна из таких, можно сказать, положительных, наверное, таких бонусов, да, потому что все специалисты проходят обучение на нашем курсе. Это очень важно.
Ну и, соответственно, важной оценкой деятельности является оценка удовлетворенности качеством оказываемых услуг. Ну вот, наверное, коротко все, что мне хотелось сказать. Наталья Александровна сейчас дополнит. Да, ну вот Светлана Николаевна уже затронула немножечко про курсы, сказала. Да, мы проводим курсы повышения квалификации, абсолютно бесплатные, на 72 часа, с различными модулями, именно для тех специалистов, которые заключили с нами непосредственный договор. То есть если между нашим институтом и организацией заключен договор о сотрудничестве с предоставлением конкретных специалистов, для сотрудничества, для работы в нашем институте, в нашем консультационном центре, то данных специалистов мы зачисляем автоматически на обучение по программе повышения квалификации, по консультированию родителей, законных представителей, ну и так далее. Эту программу люди проходят абсолютно бесплатно и, естественно, получают корочки удостоверения о повышении квалификации. Но это вот один такой бонус, скажем так, да. Эта программа доступна только тем, кто является консультантом Республиканского консультационного центра. Следующее. Хочу, что сразу, наверное, так это в между дел. Хотелось бы, поскольку мы сегодня все-таки общаемся с муниципалитетом города Воркута, хотелось бы поблагодарить специалистов города Воркуты, специалистов конкретно учреждений, это дошкольное образовательное учреждение 41, дошкольное образовательное учреждение, начальная школа, детский сад и детский сад номер 55, за включение в оперативную работу, за проведение различных мероприятий и вебинаров в онлайн-режиме, когда вот все находились на дистанционном обучение, когда детки не ходили в детский сад. Огромное спасибо специалистам, которые откликнулись и провели достаточно интересные, разнообразные мероприятия, за что как бы благодарность большая и от родителей, и от специалистов, которые просматривали данные мероприятия. Далее возникает у многих, ну, такой вопрос, да, как бы такой вот, уже мы проводили со Светланой Николаевной не первый онлайн-семинар, практикум, и часто возникает вопрос, вот если человек, допустим, мама, папа, там, родители хотят получить консультацию, приехав, допустим, на 1-2 дня в Сыктывкар, хотят получить консультацию у нескольких специалистов за один раз. Ну, безусловно, это доступно любому родителю. Единственное, конечно, мы всегда просим, чтобы это было заранее обговорено. То есть человек, который предполагает, что он в этот день будет находиться в городе Сыктывкаре, он может записаться заранее и попросить распределить время по специалистам, вот, что он хочет побывать, допустим, у 2-3 специалистов, чтобы мы заранее могли понимать, каков вопрос, кого пригласить и по какому направлению специалист должен быть. Это должен быть сурдолог, это должен быть сурдопедагог, или это должен быть психолог, который занимается семейными проблемами, или это будет детский психолог, или это будет психолог, который занимается профориентированием детей. То есть, ну, вот в такой вот ситуации. Также онлайн? Да, также это может быть и онлайн-консультирование. Если, допустим, такова вот необходимость возникает, то, пожалуйста. Помимо того, что Светлана Николаевна сказала, что у нас есть сайт свой сайт консультационного центра через Институт развития образования. У нас есть очень хорошая страничка в ВК, ВКонтакте. Туда тоже очень часто обращаются. Там точно так же можно задать вопросы, получить оперативный ответ и по телефону, и через онлайн, то есть как удобно родителю. И самое главное, все консультации абсолютно конфиденциальны. То есть та информация, которая поступает к нам в консультационный центр, дальше наших стен никуда не уходит. Даже когда мы подаем данные по заключению, по итогам работы наших специалистов, работающих в удаленном режиме, допустим, вот со специалистами Воркуты, все консультации у нас проходят кодировку и подаются только в закодированном варианте. Поэтому, если родители обращаются, вы можете их с уверенностью заверить, что никуда дальше это не уйдет, и вопрос не будет на всеобщем обозрении. Ну, в принципе, сейчас еще скажите.
Да, хочу обратить ваше внимание, что сейчас с 25 мая и вот сегодня один из таких вот, скажем, часов, по 19 июня нашим институтом проводится онлайн-консультационный час специалистов для родителей, где родители могут задавать вопросы заранее, либо в процессе эфира, и специалисты, пожалуйста, будут отвечать на любой поставленный вопрос по той тематике, по которому будет проходить час консультационный. Допустим, первый консультационный час у нас прошел 25 числа, там говорили о детских страхах, вопросов было достаточно много. Лена Васильевна Коваленко у нас выступала, детский психолог, достаточно много вопросов было освещено, получили достаточно полностью исчерпывающие ответы на свои вопросы родители. И далее были заданы вопросы, на которые, естественно, у Лены Васильевны понадобилось время для ответа, но, безусловно, те, кто задают вопросы, они оставляют свои какие-то примерные контакты, и Лена Васильевна уже там далее отвечала уже каждому человеку конкретно, индивидуально, то есть ни один вопрос не остался без ответа. Следите. Да, план был разослан всем организациям, всем муниципалитетам. Если у кого-то вдруг не оказалось такого плана, то можно будет его посмотреть на сайте института. Уважаемые коллеги, вот действительно такая хорошая возможность привлечь родителей сейчас в рамках такого нашего работы в удаленном, что ли, режиме, да, действительно можно привлечь родителей к посещению нашего консультационного часа. Поскольку консультационный час предназначен конкретно для какой-то определенной тематики, и родители, безусловно, вот уже более подробно, более интересно могут узнать какую-то информацию, связанную, может быть, со своим вопросом, и, может быть, более конкретно услышать что-то, что необходимо, что их волнует еще, может быть, задать вопрос специалисту. Поэтому мы очень вас призываем, чтобы информация до родителей, желательно, чтобы она доходила, потому что это достаточно такое серьезные мероприятия, посвященные конкретике разбора вопросов. То есть что не везде, наверное, вот встретишь. Да, безусловно. Такие классные, скажем так, консультационные часы проводила буквально недавно тоже Москва, Институт коррекционной педагогики. То есть, в принципе, достаточно это новое такое веяние, да, новое такое позиционирование консультаций. В принципе, вы все родители, вы все мамы, то есть у вас тоже могут возникать вопросы, поэтому отслеживайте, задавайте, пишите. Будем очень признательны. Ну и в заключение мы хотим сказать, что нам очень приятно, что образовательные организации города Воркуты так активно сотрудничают с нашим республиканским консультационным центром. Мы постараемся отметить это в своих отчетах, в своей информации в том числе. Мы вас очень благодарим и просим вас задавать любые вопросы устно, письменно, связанные с деятельностью по взаимодействию, с консультированием, общаться друг с другом. У нас очень хорошие специалисты в Республиканском консультационном центре, где вы можете вообще задать вопрос даже самим специалистам, может быть, на волнующие, интересующие вас темы, потому что все-таки эта линия профессионального развития, она тоже для нас очень важна. Поэтому вас рады видеть, слышать. Звоните нам, пишите. Мы всегда в доступе. Всех вас благодарим. Все, спасибо за